Ради справедливости стоит сказать, что с меняющимся миром меняется и роль лошади в жизни горца. Сегодня все больше разводят и содержат лошадей для скачек, а скачки любят все, и мал, и стар. По горным дорогам везу я машину свою. Накинул товарищ мой бурку на плечи и скачет на быстром коне. Ему просигналить спешу я при встрече, и тут уступает он мне. Накинул товарищ мой бурку на плечи и скачет на быстром коне. Ему просигналить спешу я при встрече, и тут уступает он мне. Храню я путевку косматой папахи, и сердце давно потерял. Живет моя милая в горном ауле, живет среди неба и скал. Зачем я себя понапрасну тревожу, лишившись покоя и сна? Моя дорогая, на крепость похожа, совсем не преступна. Зачем я себя понапрасну тревожу, лишившись покоя и сна? Моя дорогая, на крепость похожа, совсем не преступна. Если конь — это крылья горца, то собака — это надежный друг. Как говорится в пословице, в беде не бросит и лишнего не спросит. Об особенностях карачаевской породы волкодава мы говорим с профессиональными кинологами. Мы в гостях у братьев Дутаевых. Старший брат Шамиль, он рядом со мной, его младший брат Ислам. Оба профессионалы-кинологи. Шамиль — выпускник Плехановского университета, автор книги «Кавказский волкодав». Сегодня он готовит вторую книгу того же названия. Его младший брат Ислам, он врач-кардиолог. С 1992 по 2000 год возглавлял Федерацию кинологов Кавказа «Кавказский волкодав». Сегодня он возглавляет региональное отделение этой организации. И первый вопрос к Исламу. Чем отличается карачаевский тип волкодава от других? Какая отличительная черта? Отличительная черта вот эта, горбоносость, и вот эти ноздри большие, широкие ноздри у них. Да, вообще у карачаевского типа, когда горб, и она широкая, вот эта ноздря, объем, значит, вдыхаемого воздуха увеличивается. То есть поэтому они у нас долгобойные, долго бьются они. И теперь вот это, удлиненность пальцев. Вот сама удлиненные пальцы, это тоже только у наших собак. Вот сама ступня удлиненная. Объем площади на давление на землю больше, и за счет этого статика лучше. Еще, значит, вот это расстояние поясничное, вот этот пах называется, вот это чем короче, вот у наших собак в основном вот лишние ребра, они когда щупаешь, вот так вот, ощущается. За счет этого, когда лишнее ребро у собаки, вот этот вот корсет мышечный, этого позвоночника, сильнее. За счет этого они резвее собаки, сильнее. Вот теперь что? Ну, эти углы, они у всех такие, угол должен быть примерно вот такой, чтобы, учитывая, чтобы на стойку, когда встает собака, чтобы она входила в замок, как у штангиста рука. Что хорошо еще в них, это не как вот кавказские овчарки, не дурные, злые. То есть вот моя дочка может выходить запросто, она еду ест, она может прийти, взять кость со рта, может она на нее залезть, может кататься. С детьми они вот, очень. Своими, конечно, со своими. И здесь она вот, около меня вас не тронет. Я его не обучал, у них интеллект. Любовь к спорту, дух состязательности у карачаевцев, как и у всех кавказцев, прослеживается во всем, будь то собачьи бои, скачки или модный сейчас армрестлинг.
но особым уважением у народа пользуется национальная борьба Тутуш. Ну, как и везде на Кавказе, в карачаевском народе особо популярностью пользовалась национальная борьба. Это сродни с греко-римской борьбой. Ну и вольная борьба. Вольная борьба у нас спорт номер один. Если в мире футбол считается, то у нас с детства начиная, кто на лужайке, кто бьет, кто занимается этим видом спорта. В последнее время у нас улучшается инфраструктура, открываются новые секции, есть позитивные сдвиги. Ну и вот впоследствии этого, конечно, вырастают чемпионы. У нас очень много замечательных борцов. Я всех сейчас, конечно, я не вспомню. Но в частности, вот у нас сейчас в данном турнире участвует чемпион мира среди малых стран Магомед Бекаев, также Хасан Кушитаров, чемпион среди студентов, чемпион Европы среди студентов 2002 года. Также можно вспомнить великих таких, даже девятикратного по национальной борьбе чемпиона Юга России Султана Кикеева, да и многих других, многих. Те же Аджиев, Айбадов на сегодняшний день являются членом сборной России и представляют честь нашей страны на мировых турнирах. Это наши воспитанники, это наша гордость. Остается пожелать успехов спортсменам, борцам Карачая. Говорить о Карачае и не упомянуть о его сказочной природе, богатой целебными грязями и нарзанами источниках, значит ничего не сказать. В Карачаево-Черкесии расположены высокогорные курорты Домбай, Сибирда и Архыз. На фоне необыкновенной красоты и первозданной дикой природы взметнулись здесь современные корпуса многоэтажных гостиниц. Подвесная канатная дорога ежедневно поднимает в горы тысячи гостей. Эти горные курорты по праву считаются российской Швейцарией. Для хорошего отдыха, лечения, занятий спортом, туризма в горной республике есть все условия. Идеальный климат, неповторимые ландшафты, лечебные источники, а главное – добродушные и гостеприимные люди. Всем передаю салам Горного Кавказа. Домбай! Встречайте нас в гости, мы будем очень рады. Летит орел над Кавказом и видит внизу города. Летит орел над Кавказом и видит внизу облака. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Есть на Домбае дороги извилистые пруды. Эй, Чигит, придержи коня и быстро не гони. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Едут швейцарские Альпы, люди со всей земли. Едут на Гавайи, банкиры, богачи. А ты приезжай в Домбай, милый горный край. На склонах гор снега лежат, а в вышине орлы кружат. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Если на свете хочешь однажды увидеть рай, ты даже не сомневайся и приезжай в Домбай. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Домбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай.